очистные сооружения, то местные органы власти, вот, к примеру, в Камрате, начиная с 90-х годов, нужно было все, когда уже запущены очистные, там все заржавело, уже понятно, что нужно миллионы. Общая сумма для того, чтобы решить полностью проблему Камрата, я говорю о очистных, говорю о канализации, говорю о многих вещах, это требуется не менее 40 миллионов евро, из которых уже больше, почти половина нами как бы изыскана и она уже построена. Значит, но очистные построены, но очистные все равно не работают. Мне кажется, что частично это сложно решить. Не частично, это нужно по-другому никак. Ну, а если мы в 2000 году что-то обновили, потом в 2015 году, то уже устарело. Это что-то новое. Вообще, если появляется новая улица в городе, то делает все на этой улице тот прибар, который был на тот момент. Нельзя эту улицу перекинуть на 50 лет другому примару, у которого появились и свои улицы. Также и тут невозможно все решить разом. Это частично делается. Появилась улица, значит, туда проводится канализация, водопровод. Появилось 3 улицы за время примара Анастасова. Он должен сделать 3, а не 90. И, значит, мы строим на 90 улицах, которые мы не должны были строить. При примаре Анастасове появилось, к примеру, 15, 20 или 30 улиц новых. Вот там мы должны, а остальные мы должны содержать и ремонтировать. Этого у нас не случилось, поэтому так запущено это все стало. И тут надо ежегодно вкладывать. Невозможно вложить сразу, даже физически. Если сегодня Приморье Камрат получит 40 миллионов евро, то нам нужно, чтобы их освоить, нужно в любом случае 4-5 лет. То есть не меньше. Поэтому мы каждый год строим. К примеру, геофизика это было у нас там в 1 год, Танк-район другой год, Заречье другой год. Каждый год мы районы меняем, то есть невозможно все сразу.